Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Бубукеева Миргуль Рыскулбековне. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники процесса, 2 декабря 2024 года в Конституционный суд поступило обращение Айткулова Икрамедина Назировича, представляющее интересы Сакимбаевой Айджан Базарбековны, о проверке соответствия частей 1-2 статьи 397 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, частям 1 и 2 статьи 61, частям 2 и 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из ходатайства, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 1 статьи 343 Уголовного кодекса, в ночь с 20 на 21 апреля 2023 года сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности был задержан с поличным Узбеков по подозрению в совершении вымогательства и получении взятки от предпринимателя Абдыкариевой через Сакимбаеву, которая также была задержана по подозрению в совершении посредничества во взятничестве. Однако дело в отношении нее было выделено в отдельное уголовное производство. Айткулов считает, что выделение следователем уголовного дела в отношении его подзащитной в отдельное производство явилось нарушением ее прав и законных интересов. Он полагает, что невозможно было всесторонне и объективно рассмотреть ответственность Сакимбаевой в разрыве от уголовного дела в отношении Узбекова, поскольку предметом расследования по двум уголовным делам являлись одни и те же действия. Заявитель утверждает, что Сакимбаева была лишена возможности своевременно оспорить действия следователя, поскольку не была уведомлена о выделении материалов в отдельное производство. О данном факте им стало известно лишь после вынесения приговора Узбекову, в то время как дело Сакимбаевой все еще находилось в производстве. Айткулов, полагая, что для обеспечения объективности и законности при разрешении вопросов о привлечении к ответственности как Узбекова, так и Сакимбаевой, необходимо рассматривать уголовные дела в их взаимосвязи, подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный в отношении Узбекова. Однако данная жалоба была возвращена судом со ссылкой на статью 397 УПК на основании того, что Сакимбаева не является стороной судебного разбирательства. По мнению автора обращения, возврат жалобы стал результатом необоснованного разделения уголовных дел, в результате которого Сакимбаева была исключена из судебного разбирательства по делу Узбекова. Вместе с тем, заявитель отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 440 Уголовного процессуального кодекса, вступившее в законную силу судебное решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции осужденным, оправданным, адвокатом и законными представителями, потерпевшим и его представителями, а также иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Субъект обращения, учитывая вышеуказанную норму, акцентирует внимание на требованиях части 3 статьи 439 Уголовного процессуального кодекса, согласно которой не подлежат пересмотру в кассационном порядке вступившие в законную силу судебные решения первой инстанции, не обжалованные в апелляционном порядке. Поскольку приговор в отношении Узбекова не был обжалован в апелляционном порядке, то он не может быть обжалован в кассационном порядке. Айткулов полагает, что отсутствие права обжалования лицами, чьи права и интересы были затронуты решениями суда, нарушает конституционные принципы верховенства права, неотчуждаемость прав и свобод человека, равноправие сторон в судопроизводстве и гарантии судебной защиты, закрепленные в основном законе. И перечисляет следующие статьи, в том числе преамбулу, статью 6, статью 23, статью 61 и статью 100 Конституции Кыргызской Республики. 20 декабря 2024 года Айткулов внес дополнение к ходатайству, указав на допущенную техническую ошибку, связанную с неверной ссылкой на статью 100 Конституцию. Он уточняет, что часть 1 и 2 статьи 397 УПК противоречит не части 2, а части 3 указанной конституционной нормы. И, основываясь на изложенном, заявитель просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции. 27 декабря 2024 года определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики обращение Айткулова было принято к производству.
В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращений и подготовкой дела к рассмотрению. Определены стороны по делу, определены иные лица, подлежащие приглашению. Ну и на сегодняшний день дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Уважаемые судьи, есть вопросы к Миргуле Раскулбековне?